У нас экстремальный вид спорта. Ну, понятие у родителей, у всех разное по этому отношению, поскольку здесь все-таки у нас наносятся удары. Боксом занимаются те ребята, которые не пропускают удары. Звездные болезни, конечно, присутствуют, а как же? А как же? Мы живые люди. Считаю, что это основа, граница, которую они видят, ребята видят, между плохим и хорошим, независимо от тех результатов, которые они показывают. Это большое дело, вот этот наш экстремальный вид спорта. А глядя на них, вот к ним тянутся другие ребята. Самое главное, что он становится человеком. Это же быть с большой буквы, быть человеком, который знает очень четко, видит границу между плохим и хорошим. Они уже понимают, чувствуют, они с уважением относятся. Независимо от того, какой у них там бой был, какой спарринг, они после этого пожимают руку друг друга. Вот эту корректность, ее никто в нашем общении еще никто не отменял и не отменит. У меня так получается, у меня все ребята прекрасные. Я просто радуюсь ими, наверное, может, поэтому я остался уже столько лет в области этого вида спорта нахожусь. Потому что ребята это все прекрасные. Сейчас они становятся людьми, они становятся патриоты, это тоже хорошо. Они находятся настоящими джигитами, может, начинают верить в себя. В том, что они верят в себя, то, что он не пропустит удара, он должен победить, а для этого должна и сила воли, и характер, и физическая подготовка, и много других форм работы. Ему некогда там на улице где-то, потому что ему надо идти на тренировку. А раз он пришел на тренировку, значит, нужно что-то добиться результата. А ему надо еще и в школе учиться. И это тоже вопрос решается. Почему? Потому что если у него в школе там лебеди плавают красные, уже не каждому родителю это понравится. Зачем такой вид спорта, если он мешает школе? Поэтому они с удовольствием приходят и сюда, ну и в школе. Они должны себя здесь находить, самого себя. Если он сам себя не найдет, ну, может быть, тебе не надо сегодня этим видом спорта заниматься, а надо перейти на другой вид спорта. Ну, к примеру, если у меня нет слуха, я никогда не стану музыкантом. А эти наши ребята не пропускают удары. Вот это самое. Поэтому они долго тренируются. Ну, настройка идет в первую очередь, чтобы они поверили самого в себя. Это, приходя вот в этот зал, вот сегодня приходят, чтобы научиться верить в себя, понимать себя. Я ему так говорю, что я, что ли, буду выходить, или твоя бабушка с дедушкой будет на ринг выходить? Нет, я буду выходить. Значит, да, значит, компьютер должен работать, и какая-то здесь уже исходит своего рода ответственность за свою вот эту спортивную работу. И, конечно, вот эта ответственность потом складывается отпечаток на его формирование, когда он взрослый становится. То дети есть дети. Что ему нравится, то он и идет. Мы не вправе ему приказывать, вот иди занимайся боксом или иди занимайся борьбой. Это кроме слов благодарности от родителей ничего нету, потому что первое то, что они то, что желали увидеть своего сына уже как в роли джигита уже, который может прямо и корректно обсудить то или иное действие. И мне, как тренеру, они помогают, потому что я один ничего не смогу сделать. Прекрасные родители, которые во внимании, куда поехал, когда пришел, когда ушел, почему он не пришел на тренировку, почему он сегодня в школу не пошел. То есть вот такие моменты мы всегда оговариваем. Здесь азарт выходит. Видимо, я так иной раз так сам себе задавал. Азарт, вот у него сегодня получилось. Он выиграл сегодня город, завтра он республику выиграл. И мы тренера заводимся. Потолок – это Олимпийские игры. Но потом, когда мы уже сами с возрастом взрослеем, ну, допустим, вот сейчас я в своем возрасте, а ведь самое главное то, что мы из него все то, что хорошее для человека, все в него вложили, и он этим же самым отдает.